Полные и шумные еще накануне кабинеты сыктывкарских школ сегодня стоят пустыми. Карантин не оставил исключений ни для кого. Более 30 тысяч учащихся отдыхали дома. У нас давно отработана схема оповещения на случай карантина или актированных дней. Поэтому вот сегодня у нас утром не пришел ни один ребенок. Значит, мы сработали хорошо и оповестили всех участников образовательных отношений. По поводу рабочих программ. Программы в любом случае будут выполнены в полном объеме, поскольку действующее законодательство позволяет нам увеличить продолжительность учебного года. Недоброй может быть новость лишь для учеников, не успевших закрыть плохие оценки в конце четверти. Запасной недели на исправление теперь у них нет. Ограничения коснулись и учебные заведения по дополнительному образованию, таких 14. Все массовые культурные мероприятия для учащихся в школах, в помещениях школ, они тоже приостановлены, точно так же и деятельность учреждений дополнительного образования, потому что это тоже детские коллективы, на период карантина тоже приостановлены. Обходят стороной карантин лишь мероприятия на свежем воздухе. А вот спортивные секции, не относящиеся к городскому управлению, все же принимают детей. Воздержаться от их посещения или нет – решение сугубо родительское. Екатерина Кузнецова, мама 3 детей, считает, что перестраховаться никогда не поздно. Моя дочь, она сейчас в 1 классе, за последние 4 месяца 3 раза переболела ОРЗ. И вот для таких маленьких детей я считаю, что стоит закрывать школы на карантин. Детки постарше, может быть, стоит смотреть по заболеваемости детей в самом классе, то есть закрывать отдельные классы в более старшем звене. Подъем заболеваемости сегодня наблюдается и в соседних регионах, например, в Санкт-Петербурге. Дети, которые собираются совершить поездки там во время каникул с целью экскурсий, каких-то ознакомительных мероприятий за пределы Республики Коми, все-таки стоит соблюдать какие-то мероприятия, чтобы не заболеть, почаще мыть руки, промывать слизистые носа и зева, просто прополоскать горло, индивидуальные средства защиты, где-то маски применять. И витамины, обильное питье. При этом противовирусные лекарства спросом в городских аптеках пока не пользуются. Фармацевты вторят врачам. Массовых заболеваний в Сыктывкаре нет. Их пик ожидается, как ни странно, с приходом тепла. Болеть гриппом и ОРВИ – удовольствие недешевое. Могу сказать, что препараты у нас на разный кошелек. Есть абсолютно дешевые препараты, как абсолютно, это менее 10 рублей. Есть и за 400, в общем, разные. Есть и по 500. За последнюю неделю за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ по всей республике обратилось 3574 человека. 2/3 из них – дети. При этом в самом Сыктывкаре Минздрав отмечает распространение, в том числе гриппа групп А и Б. Грипп он очень тяжелый. Он у нас начал циркулировать с 2009 года, и для гриппа характерны эти тяжелые небольничные пневмонии. Они очень быстро развиваются и, к сожалению, могут быть причиной летальных исходов. Поэтому они требуют особых подходов к лечению и быстрой госпитализации. Грипп Б, в принципе, он более легче протекает, но гриппом Б болеют чаще всего дети. Гуляет грипп также в Прилузском районе и Инте. Главная задача – не упустить вирус из-под контроля. В Коми уже поменялся режим приема в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Теперь пациентов ждут и в выходные дни. До 22 часов увеличилось время работы неотложной службы. Выйти на карантин по рекомендации Минздрава может любой район, где эпидемпорог превысит норму. Любовь Филиппова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.